Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам даст судьба? Что будет дальше? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, что даст мне судьба и что будет дальше. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вам даст судьба и что будет дальше. Так. Смотрите, ну прям я не могу это игнорировать, сразу глаз упал. Кому-то судьба даст ребеночка, прекрасного ребеночка, а кому-то сразу и двоих может дать судьба. Но здесь, знаете как, детки не близняшки, а как двойня идет, да? Вот может даже быть мальчик и девочка, но детки не похожи друг на друга, но может быть вместе. Если один, то такой прям, знаете, крепыш родится, прям тут-тут-тут, да, большой ребеночек, причем такой, знаете, прям здоровенький и спокойненький. А если двое, то здесь, скорее всего, разные детки будут, разные по характеру, разные по полу. Очень интересно. У кого-то вот прям судьба, да, себя реализовать в кругу семьи, в материнстве, в том, чтобы создать эту семью. Потому что смотрите как, да, вот она семья. Вот женщина у нас такая большая вышла, да, и мужчина поменьше. То есть эта семья будет такого формата, где женщина будет глава, где женщина будет управлять процессами, задавать тон. Женщина, на которую все будут равняться. Да. Мужчина делегирует, да, этой полномочия быть главой своей женщине. Мужчина будет, скорее всего, много работать, либо заниматься много вот там бизнесом, да, какими-то вопросами вот зарабатывания. То есть он будет приносить, вложить вам эту денежку, а вы уже будете распоряжаться. То есть вы будете планировать там и отпуск, и досуг, и что будет в вашей жизни происходить, что вы будете там кушать, где вы будете находиться, кого посещать, где жить. Все вы будете брать на себя, все будете сами вот решать. Да? Мужчина полностью вам доверится в этом плане. Что касается детей, ну дети мамы, смотрите как, да, мама полностью будет их оберегать и растить, и вырастут вот прям очень похожие на вас. Все самое лучшее, что есть у вас, вы сможете вложить в своих деток. Когда они подрастут, вы поймете, что они вас полностью копируют и зеркалят. Вы будете довольны тем, что вы вырастили таких прекрасных детей. Дальше. Что же еще даст вам судьба? Вам судьба даст возможность себя реализовать. Реализовать в каком-то деле, в каких-то, может быть, талантах, способностях ваших. Здесь вас ждет какое-то преображение. Причем это не скорее даже внешнее, хотя многие могут внешне преобразиться. Тут больше как внутреннее состояние. Знаете, если у вас сейчас лишний вес, вы сможете похудеть. Если вдруг у вас какие-то, может быть, дефекты есть в вашей внешности, либо, как правильно это сказать, да, может быть корректировка поведения какая-то, да, либо каких-то моментов вашего характера. Вы себя полностью проработаете. Вот у меня такая картинка, да, что вот женщина, либо мужчина, да, кто смотрит, человек сможет себя просто перекроить по какому-то, я не знаю, там, идеальному лекалу. Да? То есть вы, вот что вам нравится в других людях, вы все это сможете в себе развить. Вы знаете, еще очень важно, что вы поверите в себя. Вот у вас все начнется с веры в себя, с веры в то, что я могу, что у меня получится, что если не я, то кто, да? То есть вот этот момент, он будет для вас ключевым. Вам, возможно, придется нелегко, возможно, придется тянуть на себе там и семью, и работу, и еще там отвечать за кого-то, да, кому-то помогать. Но тем не менее, чем больше вы будете работать, чем больше вы будете вкладываться в тех, кого любите, тем вам будет, как ни странно, легче. Легче, проще. Для вас очень важно контролировать все процессы. Для вас очень важно, чтобы вы знали, кто, где, что происходит. Да? Так вы чувствуете себя спокойно. И это замечательно. Потому что у вас
такое вот окружение ваше, да, все в вас нуждаются, в ваших подсказках, в ваших добрых словах, в вашем участии, заботе, помощи. Вы понимаете, вы как будто бы вот под свои крылья собираете тех, кто послабее, да, кто даже, может быть, внешне сильнее, чем вы, да, а внутреннее состояние человек слабенький. Это нормально, это естественно. Знаете, как будто бы это ваша миссия, ваше предназначение. Помогать всем тем, кто нуждается. Но не переусердствуйте. Почему? Потому что иногда я вижу к вам, ну вот прям как испытание, что ли, да, либо испытание на вашу прочность. Будут приходить не совсем порядочные люди. Люди, в которых вы будете разочаровываться. Но без этого, мои дорогие, никак. Без вот этих разочарований, которые в вашей жизни уже были и еще, возможно, произойдут, вы не станете такой сильной, такой мощной, какой вы должны стать в будущем. Смотрите. У кого-то сегодня дилемма, да, вы с кем-то либо расстались, либо рассорились, либо есть какой-то конфликт, возможно, да, с человеком. Но вам этот человек дорог, вам этот человек важен. Вы не желаете терять этого человека, либо вы прям думаете, что делать, простить, отпустить, либо наоборот, наконец-таки обрезать. Если речь идет о мужчине, этот мужчина, он себя еще проявит. Дайте ему время, просто оставьте эту ситуацию. Если речь идет о женщине, то есть подруга, да, может быть какая-нибудь родственница, там, коллега, с этой женщиной нужно обрывать связь, потому что женщина для женщины идет как враг, понимаете? Даже если вы примиритесь, все равно у нее какой-то камень за пазухой может остаться, и вы это чувствуете в этой женщине, и вы это раньше чувствовали. У вас как, знаете, вот предчувствие было, да, что она не совсем та, либо от нее можно ждать каких-то неприятностей. Вот, поэтому сейчас вы можете воспользоваться ситуацией, действительно, ну, заблокировать эту женщину, чтобы она вам в будущем не мешала. А мужчина, он еще будет проявлять себя. Это не точка, абсолютно не точка, это троеточие, да, тире, можно даже так сказать. Человек пересмотрит себя. Он осознает, где был неправ, где, может быть, ну, слишком был самонадеянный, либо повел себя как-то, да, нехорошо. Человек еще проявится, вернется, проявится, еще себя покажет. Здесь, если вы были в браке, либо вы были в отношениях и расстались, развелись, например, это еще абсолютно не конец. Человек вернется. Вернется, побитый, может быть, там раскаявшийся, но вернется. Дальше момент у нас интересный идет того, что, смотрите, вот вы сейчас работаете, да, либо вы думаете о том, что хорошо бы было мне пойти работать, либо вы в поиске, в активном, да, какой-то работы, себя, может быть, ищете. У многих появится идея на бизнес, открыть бизнес, заняться своей какой-то деятельностью. Мои дорогие, здесь компаньон нужен будет. Компаньон, и судьба вам даст такого человека. Либо знакомство произойдет, либо кто-то из вашего окружения вдруг неожиданно для вас скажет: а вот я бы хотела, либо хотела открыть бизнес, вот ты знаешь то и то. Может быть, мы с тобой объединимся, может быть, вступим в какую-то коллаборацию, да? То есть человек сам вам предложит. Беритесь за этот шанс. Может быть, этот бизнес и не станет самым главным в сегодняшнем дне, да? То есть вы будете, например, работать на основной работе, плюс еще отдельно вести вот дополнительную деятельность. Но тем не менее в будущем, если вы будете вкладываться в этот бизнес, развиваться и сами, и бизнес свой развивать, то это может вырасти прям в успешное предприятие, понимаете, в будущем. Но опять же таки, один человек не справится. Должен быть какой-то партнер. Причем в этих партнерских отношениях вы должны ровно поделить, да, ровно поделить обязанности. И не влазить в дела друг друга. И строить эти отношения именно на доверии. То есть вы честно выполняете свою часть работы, ваш партнер в этом уверен. И человек, да, ваш партнер выполняет свою часть, и вы уверены в том, что он все делает правильно и честно. На таких условиях бизнес будет расти. Да, может быть, время сейчас не самое легкое, не самое, скажем, такое вот прям для бизнеса располагающее, но тем не менее. Вы заложите начало, базу, и то, что вы придумаете, со временем трансформируется во что-то иное. Возможно, даже какие-то разветвления пойдут, да, какие-то дополнительные ветки у вашего бизнеса появятся. Так. И еще очень важно понимать для тех, кто сейчас готовится вступить в брак. Вот кто-то у меня уже окольцованный человек, да, либо
буквально со дня на день должен получить предложение в брак. Вы переживаете за вашего партнера, за его семью, да, либо за его какую-то прошлую жизнь. Боитесь вмешательства, боитесь того, что вас там либо не примут, либо будут какие-то проблемы у вас. Не надо этого бояться. Что нужно делать вам? Ну, во-первых, у кого-то прям, я не знаю, у кого-то брак идет с человеком другого круга, либо другой национальности, другого вероисповедания. Если это так, если это вы себя узнали, либо, может быть, ваша дочь, да, либо ваш сын будет совершать союз, да, с таким человеком. Смотрите, очень важно проявить свою душевность, потому что там люди будут оценивать не внешний вид, не состояние кошелька, а именно душевность, насколько ты хороший человек, насколько ты умеешь быть покорным, быть добрым, быть открытым. То есть, если для кого-то это актуально, я вам даю подсказку. Важно проявить себя как человека. Ни в коем случае не зажиматься, не забиваться и там не говорить, ой, там не сидеть в углу, там волком на всех не смотреть. Важно сразу же войти в эту семью, причем войти именно членом семьи. Не так сбоку припеку, извините, я тут посижу рядышком, а именно членом семьи. То есть, если нужно называть там родители мужа, мама и папа, пожалуйста, делайте. Если у них есть какие-то традиции, пожалуйста, согласитесь на то, чтобы поучаствовать в этих традициях. То есть вы должны показать себя как есть. И это будет залог вашей семейной жизни, вашей хорошей, теплой, долгой, стабильной семейной жизни. Так. У кого-то, возможно, смотрите, переезд будет, смена вот прям вообще всего. Вы поменяете абсолютно все. Да? Человек, может быть, из маленького городка переедет в большой мегаполис. Либо человек с одного края земли, с одного континента переедет в другой континент. Там, возможно, будут проблемы. Проблемы, знаете, какого? Бытового характера. Первое время будет нелегко. Вот вам кажется, что там манна небесная, да, что все прям ждут, встречают, там говорят, давай иди к нам, вот тебе, пожалуйста, все. Нет, так не будет. Вам придется столкнуться с проблемами, связанными именно вот с бытовым каким-то уровнем. Что я хочу сказать? Поменьше доверяйте своим. То есть, ну, например, да, я просто утрированно, пример, любой пример. Вот вы переезжаете там из России, я не знаю, куда-нибудь там в Соединенное Королевство, да, переезжаете в Англию. И вы там ничего не знаете. Английский у вас так, плюс-минус. Вот. И вы стараетесь искать помощи среди своих же, да, соотечественники, там, те люди, которые говорят с вами на одном языке. Поменьше им доверяйте. Потому что там люди, знаете, такие вот, они как волки. Они будут пользоваться любой возможностью, любым шансом. Они вот как будто бы живут, да, за счет таких же вот приезжих, да, кто только приехал, кто ничего не знает. Если вам нужна будет помощь, вот прям не сочтите за труд. Обращайтесь именно к той национальности, к тем людям, которые живут в той стране. Вот те люди вам действительно искренне по-настоящему помогут. Свои же соотечественники могут вас, извините, на деньги обмануть и могут посоветовать что-то плохое. Да? Вот прям, знаете, наживутся, да, вот я не хочу этого говорить, но тем не менее, вот прислушайтесь к этому совету. Я понимаю, что язык это барьер, но тем не менее, если переезжаете вы в своей стране, да, в рамках своей страны, то же самое. Те люди, которых вы знаете, вот они как раз таки попробуют вас обмануть, да, обвести, то есть где-то на вас нажиться. Лучше обращайтесь к тем, кого вы не знаете, к новым людям обращайтесь. Потому что я вижу, что будет участие со стороны именно тех, кто для вас не знаком, да? Для тех, кто для вас новые люди. Свои знакомые, наоборот, воспользуются ситуацией. Не дай бог, конечно. Будьте вообще вот начеку, да? Не позволяйте себя обмануть. Еще момент. Здесь у меня есть человек, который сейчас себя очень плохо чувствует. Либо человек, вот идет какой-то вот процесс у человека, да, болезни, либо суда какого-то, либо какого-то, вот знаете, преследования, что ли, да. Человек не уверен в своем завтрашнем дне, человек напуган, человек с надеждой смотрит те же гадания, да, либо заглядывает в свое будущее, пытается заглянуть, по крайней мере. Вот если вы себя узнали в этом человеке, если именно это вы, я вам скажу такую вещь. У вас сейчас очень сложный период, да, вот такие черные тучи на вашу жизнь налетели, нагнали тут страхов и переживаний, но вы совсем справитесь. Если вы болеете, то эта ситуация, она временная.
у вас ремиссия произойдет. Причем при вашем же участии и при участии какой-то очень доброй женщины. Женщина, которая, ну вот она вас как будто бы выхаживать будет. Да? Вот эта женщина, она свою энергетику вам подарит. Благодаря этой женщине вы начнете выздоравливать. Если вы под преследованиями какими-то, либо угнетенном состоянии находитесь, то же самое. Ищите помощи, совета у женщины. Женщина с добрыми глазами. Глаза у нее такие, знаете, вот прям как этот песок, светлые, голубые. Голубые с зеленцой, либо голубые с серостью, да, такие необычные глаза, очень добрые. Эта женщина, она либо уже есть в вашем пространстве, либо появится и будет предлагать сама вам помощь. Не отказывайтесь от этой помощи. Доверьтесь этой женщине, она вам поможет. И пусть все у вас будет хорошо, мои дорогие. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.